они оба сделали, потом прилетел вертолет и забрал и улетел. Вот все, что мы знаем. И по сей день, вот уже целый день прошел, уже полсутки прошло. Где он, по какой обвинению, ничего нет. Может быть, они сейчас сперва придумают обвинение, потом уже будут что-то комментировать. Сейчас в данный момент у нас ничего нет. Он был у меня буквально несколько месяцев назад. Он болеет. У него и с позвоночником проблемы, и головные постоянные боли. И я его пытался посильно лечить. И до этого тоже там костоправ, там постоянно. Сейчас он недавно тоже на днях, мне мама говорила, что он жалуется на позвоночник. И он реально больной человек. Сам он педагог, учитель языка. В школе 7 лет преподавал. И когда он стал себя лучше чувствовать, он поехал домой и заехал без проблем. У него нету ни розыска, ни учета, вообще ничего нет, абсолютно никаких, он чистый. И вот так, чтобы прилетели на вертолете человеку, который могли бы позвать к себе, он сам пошел бы. Больше на маски-шоу и маскарад похоже. Так вылечить как бы. Сейчас, я же говорил, преступников не осталось, с кем воевать или с кем там сражаться. Они свои деньги, миллиарды, которые для этого выделяются, осваивают вот таким путем. Обычных людей ловят, кого-то подкидывают, кому-то уже свидетелей, там, скрытных свидетелей приводят, что попало, говорят, наговаривают. И это уже не первый, не последний случай. Абу Омар, а вот с чем ты это вообще связываешь, то, что к нему приехали? Это попытка как-то на тебя надавить, это месть лично к тебе. И помнишь, мы с тобой в прошлом эфире говорили, ты сказал, что твое мнение, что муфтият Дагестана имеет на тебя какой-то зуб. Но неужели муфтият Дагестана имеет такое большое и сильное влияние, что даже за твоим братом прилетают на вертолете и могут оцепить целое село? То есть в принципе, ДУМД, Духовное управление мусульман, это тоже часть системы. Они таким образом управляют мусульманами. И, это, конечно, у них такой власти нет. У них есть связи, у них есть возможность заказать, сказать, это человек неугодный системе. А потом дальше уже по команде ФАС уже начинается травля. Информационная, все, что под ФСБ сидят, информационные каналы федеральные, уже каналы пропагандистов. Плюс уже сама система, механизм запускается, и потом она не останавливается. Конечно, если бы я с самого начала, как говорится, взял бы, где-то спрятался бы, где-то там в безопасном месте, тихо сидел бы, не работал бы, может, такого интереса и этой суеты не было. Если они этим пытаются меня запугать или остановить от той работы, которую я делаю, то, что ты сейчас спрашиваешь, и что-то я конкретно, никому ничего не делал. Конкретных предложений с их стороны никогда не было. Я просто понимаю, что они хотят это остановить, чтобы люди перестали жертвовать. Они меня пытались пугать, но не получилось. Ни Интерполом, ни всякими обвинениями, ни как федеральные каналы постоянно делали всякие видеоролики, всякие монтированные. Не помогло. Потом начали пугать тех, кто жертвует. Теперь перешли на семью, уже на членов семьи. Что неудивительно. Чечня это вообще как бы порядке вещей. В Дагестане чуть-чуть удивительно. Обычно семью не трогают. Как человек, который сам, если ко мне есть претензии, вот я ни один день не прятался. Все люди в мире знают, где я нахожусь, кому интересно. Какое-то давление может быть, какая-то попытка. Или у них уже информация опять, кто-то там настучал и не так настучал. Первый раз, когда он приезжал домой из Турции, когда он там тоже лечился и преподавал, его просто пригласили на беседу и поговорили, поняли, человек адекватный, никаких лишних вещей нет, они его отпустили, никаких претензий не было. Он там 24 года жил. Сейчас в Африке приехал, тоже спокойно зашел в границы, никаких вопросов, спокойно жил дома, никого не трогает, никуда не суется. Лечение закончил, он сейчас как раз несколько месяцев, как он дома. Я не знаю, это как может быть, как метод давления, может быть запугивание. Например, Абдуль-Му'мина взяли, резонанс получился.
Взяли моего брата, может тоже сейчас шумгам создать и опять людей напугать. Люди и так запуганы. И если они пытаются меня запугать этим, конечно, ничего не получится. Хоть они всех моих братьев посадят, я все равно буду свое дело делать. К нам от силовиков тема была, что если муфти скажет Дагестана, что у них нет претензий к Абу Омару, то вопрос может автоматически потихоньку решиться. То есть основная тема претензий от них ко мне. А у силовиков ко мне прямых претензий нет. Хотя они там говорят, не идет, это заказная тема. Те, кто обладает информацией реальной, не те, которые как собаки, фас, и они там просто гавкают или там арестовывают, а те, которые имеют реальную информацию, они все говорят, что мое дело это воздух, что там ничего нет из доказательств, и смешное даже дело. Но они говорят, надо решить вопрос муфтиятом Дагестана. Если я в духовном управлении мусульман неугодный, то я вообще неугодный всей системе. Если у них ко мне претензий нет, то автоматически система тоже претензий должна снять с меня. Хотя кто-то, может быть, из этих силовиков разных направлений хочет себе сделать погоны, хочет себя отчитаться и сделать большого какого-то там спонсора, пособника посадили и отчитался для отчетности, плюс еще кто-то может звездочку получить. Кроме этого у них ничего не осталось. Они не будут в Багдаде уже 5 раз уже убивать. Они не будут игру побеждать 4 раза. И Америка победила, и Россия победила. 3-4 раза уже отчитались. Но сколько раз можно одних и тех же людей убивать, и одних и тех же организаций побеждать? И как можно побежденный ИГИЛ дальше спонсировать? В 2013 году, когда еще ИГИЛа не было, никто о нем не знал, оказывается, мы уже их спонсировали. Опять противоречий. Столько противоречий, столько ерунды. Там хотя бы те, кто это пишут, это дела. Там нужен чуть-чуть грамотные люди, которые могли знать, когда началось ИГИЛ, когда закончилось, когда победили, когда еще действовали. Вот эти даже цифры, даже эти года не знают. Это, в принципе, я же сказал, те, кто обладают знаниями, то есть они, у них есть информаторы, куда собирается эта вся информация, которую они собирают, подслушивают, там своих шпионов засылают. Они знают, что Эмират Кавказ, я отказался с ним работать, и за что они были недовольны мной. Я сказал, я не влезаю ни в военное дело, ни в политическое дело. Почему? Потому что мне достаточно заниматься научной и даватом, наукой, плюс еще и гуманитарной. 2 миссии больше, чем достаточно, потому что там огромное количество работы, огромные дыры, которые надо залатать, работать. ИГИЛ-то вообще контры были. Потому что у ИГИЛа с самого начала пошел такфир. Они начали такфирить всех, которые не согласны с ним, или враждовать с ним, убивать. И я вообще не приемлю такой подход. И моментально это те, кто со мной советовали, сказал вообще туда не ссылаться. И, то есть, такие военные организации я никогда не вмешивался. И как и ИГИЛ не нуждается в садаках, собранных для бедняков африканцев, они захватили целые банки с золотом, нефтяные скважины. Они издают золотые динары, и потом мы им садака собираем. Это для тех, кто слушает федеральные каналы, вату, которые все впитывают глупых людей. А умные люди понимают, что это бессмысленно, это так не может быть. Есть специальный отдел, они ликвидируют неугодных системе, те, кто против что-то говорят, или которые имеют свое мнение, которые имеют авторитет среди общества, среди мусульман. Они, или кто активно призывает к исламу, таким образом они воюют с исламом, то есть через ликвидацию лидеров, тех, кто имеет свое мнение, последователей. Это никому не секрет, все знают. Эти убитые людей, из тех, кто этот отдел убил людей, ни одно дело еще не раскрыто, ни одно дело. В лучшем случае, когда громкие дела были, журналистов, например, может быть, раскрыли исполнители, но заказчиков никогда именно не называют. Да. А большинство случаев и исполнители не знают. Почему? Потому что рука моет, и те, кто должны их искать, так они и убивают. Как они будут найдут сами себя? Сначала было преступление в Лондоне, когда отравили Скрипаля и его дочку. Теперь в центре Берлина убивают бывшего чеченского полевого командира, сражавшегося в российско-чеченской войне. В центре Берлина, рядом с Бундестагом. И также поступает информация, что во Франции, в Альпах, нашли какую-то базу ГРУ, где они планировали все свои разные преступления, убийства на территории Европы.
То есть в последнее время вообще в СМИ начала очень часто выходить информация, даже раскрыто название этой группы, это группа ГРУ, там и какой-то номер есть у этой группы, который именно занимается ликвидацией людей за рубежом. Ты сам, Абу Омар, боишься, что с тобой может произойти, например, то же самое, что могут приехать в Нигер и также постараться убить тебя, совершить на тебя покушение? В принципе, они уже приехали, двое киллеров, их уже арестовали и депортировали отсюда. И кроме меня здесь в России никого не было. Из России приехали уже, киллеры приезжали, их арестовали, в аэропорту нашли их соответствующие, то, что у киллеров бывает. До меня эта информация уже дошла. И уже не сейчас, а уже давно, месяц-два назад. Могут, конечно. Люди делают постоянно за нас дуа, и Аллах защищает. А причины могут быть разные. Их спецслужбы поймали этих агентов и выдворили отсюда. Начальник полиции столицы, они однажды, когда за нас специальный запрос отправили, нас тщательно проверили, полностью нашу деятельность. Начиная с прихода, расхода, все деньги, которые сюда поступили, что мы с ним сделали, как сделали, в каких районах, деревнях, все проверили тщательно, ничего не нашли. Они видят результат. За 3 года мы сделали около 5000 колодцев построили. Это огромное количество и огромная работа. Их государство само столько не сделало. И ни одна организация за такой срок таких количество колодцев не построила. Спецслужбы, государства, режимы, они приходят, уходят. Всевышний он всегда есть и остается. Если Аллах мне предопределил жизнь, я буду жить, несмотря ни на что, как бы они не пытались меня убить, они не смогут меня убить. Если мне предопределено на пути Аллаха в этой работе умереть, то я изначально знал, что меня могут и посадить, и изгнать из родины, и убить тоже могут. Это естественные, как сказать, это ждет тех людей, которые на истине, которые работают на пути Аллаха. Это испытание. Если ты как мужчина достойный проходишь, Аллах тебе помогает, защищает. Если ты будешь бояться, не бояться, все равно тебя не постигнет то, что Аллах тебе предопределил. Смысла нет вообще там дергаться. Поэтому, если Аллах меня защитит, они ничего не смогут сделать. Аллах меня защищает, люди дуа делают, и работа идет. Несмотря, сколько они пытаются напугать, кого-то арестовывать. Работа идет. Любой человек, который пожертвовал, хоть меня завтра посадят, он получит свои колодцы и отчеты, и все будет так же двигаться, иншаллах. Я поэтому остался. Все это я наладил. Сейчас я могу в любую точку мира поехать, где есть интернет, и оттуда управлять всей системой. Никаких проблем нет. И я сейчас нахожусь здесь, я рискую очень. С самого начала я рисковал. Когда мне объявили Интерпол, я был уже здесь, через год объявили Интерпол, мне сказал работник, мой помощник, что тебе надо уже все прятаться, поменять весь, план. Я сказал, я ничего не менять не буду, я уповаю на Аллаха, я также буду работать. Арестуют, значит, там воля Аллаха. А ты сейчас как-нибудь работаешь в юридическом плане, чтобы тебя сняли из международного розыска? И ты ведешь какую-то деятельность в этом направлении? Ну, я не могу сказать, что я веду. Там есть адвокат, который взял на себя, международный адвокат с Украины, и какие-то документы собирает. Он выигрывал такие дела, которые ложные. Они сейчас, например, если Интерпол или Европейский суд запросит Россию доказательства на то, что Абу Омар реально там вербовал или спонсировал, у них, конечно, ничего нет. У них могут быть показания человека, который или засекречен, это их сотрудник, который говорит то, что он должен говорить, чтобы меня посадить. Или у нас конкретно есть пример, в Дагестане наш адвокат увидел, что на меня показания одна женщина дала, девушка или женщина там. И он поехал к ней, показал копию этого ее показания. Она говорит, это почерк тоже не мой и подпись, это не мой подпись, это за меня кто-то написал. Вот такими показаниями, конечно, можно хоть тысячами сажать. Если ты за других людей под их именем пишешь сам подписываешь, за что там еще никто не будет проверять. А потом обнаруживается, что это они сами написали, сами подписали. Или скрытые, я тебе говорю, свидетели, это или наркоман, которым ты обещаешь скосить срок или отпустить, или свой же сотрудник. И потом для целей следствия мы не можем рассекретить, и свидетель, что попало, говорит. Это, вот сейчас это последний тренд, мода. Раньше мода была при Хамильгерее, у нас мода была при министре внутренних дел, подкидывали всем оружие. Взрывчатки, там, патроны. Вот сейчас брату обыск сделали.
если это было бы в его время, 100% оружие подкинули бы, взрывчатку подкинули. Они обычно так делают. Последние годы это уже из моды вышло. То есть люди уже не верят таким вещам. А сейчас у них в тренде уже свидетельство. Просто они берут сотрудников или наркоманов и засекречивают. И они говорят, что они вот там не переводили. Там, ну, говорят то, что нужно говорить, чтобы следствие могло тебя посадить. И все. Ну, реально ему предъявить ничего нету. Просто они должны, ну, в лучшем случае, допросить и отпустить просто его. Потому что, или если они решили его там, на нем тоже себе что-то заработать, звездочки, там, отчетности, я не знаю, тогда посмотрим. В любом случае, это испытание от Аллаха, и я думаю, брат достойно ее пройдет. Я думаю, иншаллах, его выпустят. Ну, что ты сейчас? Вот, он обычный учитель, педагога, больной человек, он реально он болеет очень сильно и худой такой. Его, я думал даже, как бы, что бы сейчас делать. Я беспокоюсь о нем, конечно, как братья. Что ты с него возьмешь? Россия тысячами людей интервью дала. И почти все они необоснованы. Ну, как минимум 90-95% необоснованы. И также в Турцию они отправили коды на всех мухаджиров в Турцию, кто приехал, что они воюют в Сирии. Если ты просто в Турции поехал, чуть задержался, все, они на тебя уже код отправляют, и ты для них уже террорист. Теперь докажи, что ты не верблюд. Тебе надо доказывать, что ты не холодильник или верблюд. Это очень сложно. Если бы я был бы наркоманом, каким-то рок-музыкантом с татуировками на лице, делал бы ну, какие-то блоги с матершиной, всякие там вот, несерьезные вещи, никто вообще на меня даже не спросил бы, кто я, никому не интересно был бы. Если бы, вот, например, сейчас с тебя бы сняли все обвинения, с тебя бы сняли бы федеральный розыск, ты бы вообще вернулся бы в Россию? Вот после всего, что сейчас с тобой происходит, ты бы вообще поехал бы туда? Я бы, если мне дали бы заново все вернуться и с нуля начать, я все равно так сделал. Но я стараюсь максимально быть полезным, если у меня есть энергия, силы, знания. Почему я должен в селе сидеть? Да, я могу семью видеть, детей своих каждый день видеть. Некоторые я 6 лет не видел, некоторые 4 года не видел, впервые недавно некоторых видел. Да, что я могу там дома делать? Просто жить. Просто жить мне неинтересно, я не поеду домой, дома делать, тебе работать не дадут. И в принципе, то, что они на меня этих ярлыков навешали, они большинство боятся, что я вернусь. Изначально на меня 282 статью открыли, чтобы мне дорогу закрыть домой. Они боятся, что я дома буду делать дават, буду активный. И из-за этого эти все проблемы. Даже когда кто-то пытался мой вопрос решить, там искал, ковырял, там что есть. Да, там ничего нет, там воздух. Ну, они не хотят, чтобы я вернулся. В России ты приедешь, сегодня у тебя к тебе претензий нету, завтра раз они передумали и тебя забрали.